Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром Арама Ильича Хачатуряна. Слово «концерт» от итальянского «согласие», от латинского «состязаясь» имеет два значения. Первое – это публичное исполнение музыкальных произведений, хореографических, эстрадных и других номеров по заранее объявленной программе. Второе значение – это музыкальное произведение, основанное на сопоставлении состязания одного или нескольких солирующих инструментов и всего оркестра. Жанр концерта складывался постепенно, начиная с XVI века. Так знакомый вам итальянский концерт Иоганна Себастьяна Баха, произведение, сочиненное для клавесина соло, предшественника современного фортепиано. Программные концерты Вивальди «Времена года» написаны для скрипки соло и струнного квинтета, органа и чембало, разновидность клавесина. Именно Вивальди установил классическую трехчастную структуру концерта, чередование частей – быстро, медленно, быстро. В XVIII веке жанр концерта, наряду с симфонией, начинает приобретать все большее значение. Каждый из этих жанров представляет собой сонатно-симфонический цикл. Его главное отличие от старинных форм инструментальной музыки – сюиты, кончерто гроссо – заключается в том, что контраст существует не только между частями цикла, но и между темами внутри частей. Широко известны инструментальные концерты русских композиторов. Концерт номер 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Кончерто гроссо номер 1 Альфреда Шнитке и другие. Кроме жанра инструментального концерта, в русской музыке был распространен жанр хорового духовного концерта. Известный армянский композитор XX века Арам Ильич Хачатурян воплотил в своих сочинениях яркий колорит закавказской музыкальной культуры. Концерт для скрипки с оркестром написан Хачатуряном в пору творческой молодости. Его музыка передает характерное для композитора страстное упоение земной красотой. Музыка концерта пронизана народными песенно-танцевальными интонациями и ритмами. Композитор, следуя традициям, варьирует мелодии, оплетая их кружевом, орнаментом, играет ритмами, оркестровыми красками, перекличками оркестра солирующей скрипкой. Праздничный приподнято-восторженный тон концерта вызывает ассоциации с цветущей природой Армении, рождает в сердцах слушателей ответный восторг. Да будет свет, да будет радость. Концерт посвящен известному скрипачу Давиду Ойстраху, который и был первым исполнителем этого сочинения. Форма концерта Арама Хачатуряна классически традиционная. В ней 3 части.